Мы продолжаем программу «7 дней». Год не был легким и однозначно не был простым. Но своими сложностями он многому нас научил и, самое главное, показал, что можно и нужно бороться, что добро побеждает, что чудо случается и что это чудо иногда совсем под боком и в поле зрения. Этот год подарил нам героев-людей, которые совершают настоящие поступки. Не ради благодарности, а просто потому, что так мир становится светлее. Эти люди живут среди нас, люди, которые удивили и заставили поверить, что мы не одни. Диляра Юсупова предлагает вашему вниманию подборку добрых, бескорыстных и удивительных поступков татарстанцев в 2023 году. Новый год – время, когда можно и нужно верить в чудо не только детям, но и взрослым. Сегодня мы говорим о людях, которые заставляют поверить в это чудо, о людях, которые делают этот мир чуточку лучше. Поехали! И первый в нашем рейтинге вот этот человек – Владимир Малыгин из города Нурлат. Он даже и не сделал ничего особенного, просто однажды вдруг решил придумать буржуйку, чтобы нашим солдатам на передовой было тепло и сытно. Придумал, соорудил, отправил. Вот эта вот дверка открывается, туда накидываются газеты, и вот через этот вот пламя ударяет вверх, он нагревается, можно ставить чайник. Она легкая, он очень легкий, мобильный, он умещает в солдатский рюкзак. Это уже производственный цех. За последнее время он отправил в зону СВО почти 150 буржуек. Как он их создал из обычных газовых баллонов – отдельная история местного кулибина. Это мы убираем, эту точку завариваем. Подставочка уже готовая. Это дверка. Вот на дверка. Здесь у меня более 10 тысяч найденных, которых мы мастерили фаном. Здесь вот погибли на Невских точках, тут из Невских точек, а тут из Орловской области. Список бойцов Великой Отечественной, которых ищут и находят. Владимир – передовой поисковик. На его счету десятки найденных солдат в безымянных могилах. А это его пушистые друзья и помощники в нелегком деле. Узнав о том, как бойцы страдают на передовой от наплыва мышей, он придумал, или, можно сказать, скопировал известную историю. Мне прислали фотографии, очень много мышей. Что сделать? А когда-то я читал статью, как казанские коты спасли Эрмитаж. Вот, тут целый диспут. В общем, целый форум у нас все. Вот где, что, как. Вот сюда отправляем первую партию. У меня 4 котенка. Сделали, в общем, клетку, разделили наполовину. В общем, они у меня 3 дня, мы с бабушкой приучали. Там и горшок у них, и еда, и все. Но они привыкли все сразу. И когда дали ребятам с боевого братства, они еще 2 котов добавили туда и отвезли. И уже ребята говорят, что у каждого котенка появилось погоняло, так же, как у солдат. Вот, и вот вы сами логически придумайте, если он с этим котом войну прошел, война, дай бог, чтобы она быстрее закончилась, он же ее с собой домой возьмет. Уходящий год кота мы провожаем под их эгидой. Старшая – хозяйка в этом доме. Сытый полосатый кот по имени Пепик почему-то среди своих зовется Буржуй. Видимо, из-за излишней откормленности. А вот этот самый маленький – найденыш. Его подбросили Владимиру совсем недавно. Он и станет новым другом для нашей армии. Он маленький совсем. Маленький. Тебе жалко. Да ничего не жалко. Чем раньше отправишь, тем лучше. Они, знаешь, они мышей ловят, и все. Солдаты, бойцы и их женщины стали главным лейтмотивом уходящего года. Женщины, которые стоят за нашими защитниками, но бывает, что и впереди них. Девушка с редким именем Марта ушла добровольцем на СВО в прошлом году. Несколько недель она проходила подготовку на полигоне. В зоне СВО Марта служила разведчиком. Нормально восприняли, сначала немножко удивленно, но ничего. Все. В моем взводе, по крайней мере, очень доброжелательно относились. Наоборот, приятно, что все пацаны, хоть одна девочка у них во взводе. Не у всех есть. Подружились, и там реально узнали, что такая настоящая дружба. Такой дружбы, как там, наверное, нигде нет.
Кто-то жизни защищает, а кто-то спасает за шаг до конца. Еще один уникальный герой этого года. Сосудистый хирург ДРКБ Дмитрий Осипов вошел в Книгу рекордов России, проведя сложнейшую операцию ребенку в возрасте всего 5 недель. Если бы она не была сделана, малыш из-за врожденной патологии лишился бы руки. Да что там российский рекорд? Подобные операции ранее не делали нигде в мире. Такие операции невозможно выполнять просто одним желанием или опытом, да, то есть у нас есть современное оборудование, современные микроскопы, то есть современное, это на самом деле так, операционное, то есть обученный операционный персонал, вот, шовный материал там используется тончайший, то есть вот все, что необходимо, можно сравнить с каким-то, наверное, федеральным центром. Хоть это его и не первая подобная операция, уникальный хирург не любит давать интервью. 5 лет назад он уже прооперировал 2-месячного младенца. Обе операции стали рекордом сложности. Впервые они проведены в одной и той же больнице одним и тем же человеком. А это уже Свияжск. Вот этот, казалось бы, ничем с виду непримечательный мужчина, даже никакой не врач. Работает на производстве, но когда летом этого года десятки людей попали в ловушку урагана, он взял и в одиночку спас 11 человек. Гигантские волны, ветер до 30 метров в секунду и звонок «нужна помощь». Семьи с детьми на лодках перестали выходить на связь. Павел, рискуя жизнью в разгар стихии, бросился на поиски. Первую лодку прибило на мель и захлестывало сильно волнами. Там в лодке были мужчина и женщина и 2 ребенка, получается. Вот мужчину остался пока в лодке, женщину с детьми довез до берега. Вот такое в более укромное место. И вернулся потом за мужчиной. Говорит, типа, я в порядке, там типа дальше есть люди, которые плавать не умеют. А там было, получается, 2 девочки, мама и папа. Отец вообще уже такой прям бесилой сильно был. По дороге помог одним, но плыл в сторону спасения еще одной семьи. Поняв, что одна лодка их не выдержит, он быстро сориентировался, управляя действиями девочки-подростка. Сначала девочку посадил, помладше, постарше. Маму посадил, сам как бы с отцом в воду спрыгнул. Я вместе с отцом в воде, отца приобнял. И девочки из воды кричу, типа, газ, тормоз. Девочки это Да вы что? доверила, да. Потому что если бы мы все как бы сели на него, перевернулись бы. Сейчас со спасенными он не общается. Зачем? Спас и забыл. У него много других дел. То попросят вычистить местные дороги, то подготовить ледяные фигурки. Павлик это как вот 911. У вас тут местный, да? Да. Местная помощь. Ну да. То есть, если кому-то плохо, они звонят не в скорую, а... Не, они не звонят. Если Павлик узнает, он сам придет, поможет. Вот так вот. Сильнее. Сильнее. На прощание он делится своим хобби. Когда-то он занимался кузнечным делом, и вот сейчас напоследок дарит нам именную подкову, как символ удачи и везения, как напоминание, удивительное рядом, нужно просто внимательно посмотреть. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, 7 дней.